Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и сегодня в студии Осетия ТВ главный врач республиканской станции переливания крови Мурат Тамаев. Мурат Батразович, добрый день. Добрый день. Мы рады вас здесь видеть, особенно сегодня. Сегодня как раз один из ваших профильных праздников, скажем так. Сегодня отмечается День молодого донора. Вы с утра побывали уже на акции. Как сегодня проходит этот день? Хочу вам отметить, что акция проходит очень великолепно. Очень большое количество молодежи. Это с участием Министерства спорта, Министерства образования. Поэтому у людей очень много. Я, честно вам сказать, я бы не ожидал, что такое количество людей будет. Ну, мы знаем, что в дни, когда станция переливания крови проводит акции, как правило, наплыв доноров, он заметен, да? Но в обычные дни, в будни, как работает станция переливания крови и сколько, может, в среднем человек к вам приходит? Ну, хочу вам сказать, что в среднем где-то до 50 человек приходит. По-разному бывает и 20, и 30, то есть это как бы отметить тяжело. Но в среднем 50 человек есть. Хотелось бы, конечно, поболее. Для того, чтобы обеспечить наших больных, которые находятся у нас в лечебных учреждениях, их очень много на сегодняшний день. Кровь нужна. Поэтому хотелось бы, чтобы количество доноров было побольше. Ну вот, если говорить о количественном соотношении, сколько человек, да, сколько человек нужно в день, чтобы, может, как-то закрыть эту брешь? Ну, в день тяжело сказать. Я могу вам сказать статистику. Значит, для того, чтобы нормально функционировала станция, не именно наша станция, а станция любая в нашей стране, в России, необходимо 40 доноров на 1000 человек. Вот статистика показывает такого количества для бесперебойного обеспечения больных. А в Осетии какова эта цифра сейчас? В Осетии, к сожалению, эта цифра где-то 12 человек. Ну, то есть мы можем говорить о том, что сейчас есть проблема с нехваткой крови, или банк, он не слишком большой? Или... Проблемы периодически возникают, да. Вы понимаете, тут какая ситуация? Вот, допустим, взять первую положительную группу крови, да, она часто встречается. Но как она часто встречается, так же и часто бывают больных, да, и это, да, часто бывают больные с этой группой, поэтому она и будем так уходит быстро. Поэтому проблема всегда есть, она существует. А есть ли такая вероятность, что, например, понадобится в республике кровь какой-то определенной группы, а ее здесь не окажется? Есть такая? Нет, таких вариантов у нас не бывает никогда. У нас есть наши доноры, которые, ну, в советские времена это еще говорили кадровые доноры. Но как таковых кадровых доноров сейчас у нас нет. Есть доноры, которые всегда отзываются. Мы когда к ним звоним, они приходят, они сдают, они помогают нам. Вот за счет таких доноров мы, конечно, и решаем свои проблемы. А вот среди тех, кто чаще всего сдает кровь, кого больше, молодых или, может, тех, кто постарше? Ну, вы знаете, хочу вам сказать, что на сегодняшний день возраст донора омолаживается. Вот в последнее время молодежь стала хорошо ходить. Ну, есть, конечно, которые постарше. Даже есть такие доноры, которые уже получили звание почетного донора, но все равно приходят и сдают. Ну вот как вы считаете, с чем связано то, что именно вот возраст средний, он идет вниз? Только сознание человека, больше ничего. То есть у нас молодежь сознательнее, чем старшее поколение? Нет, ну не совсем так. Я бы не сказал, что они более сознательны. Но радует то, что молодежь уже понимает, что это необходимо. Что на сегодняшний день, если у него проблем никаких нет, то есть лечебное учреждение, где лежит больной, у которого есть проблемы. И у него есть сознание взять и помочь ему. Ну, то есть молодыми людьми движет желание помочь, да. А вот если говорить о финансовой точке, есть ли люди, которые сдают кровь, чтобы получить, может, деньги, да? Они наверняка небольшие, но все-таки. На сегодняшний день этой проблемы у нас нет. Я даже хочу отметить то, что мы сравнительно недавно начали оплачивать, платить деньги, но это, вы понимаете, это не столько оплата за кровь идет, сколько компенсация за питание. То есть мы по закону обязаны их кормить. Но в законе и прописано так, что можно произвести компенсацию. Вот мы проводим компенсацию, даем деньги. И хотелось бы отметить сегодняшним днем, который молодежь, которая сейчас сдает на сегодняшний день, вот я, прежде чем к вам приехать, был на работе, значит, они решили эти деньги собрать и перечислить
дай бог памяти, я даже... В общем, они больным хотят в фонд перечислить для больных. То есть ни один донор эти деньги не берет, а будут перечислять деньги. Ну, очень хорошее, мне кажется, начинание. А что касается заслуженных доноров, тех, кто сдает очень много раз, да? Сколько раз надо сдать кровь, чтобы стать? Для того, чтобы получить звание почетного донора, надо сдать 40 раз. Чтобы получить... А если сдаешь плазму, тогда надо 60 раз сдать. Ну вот сколько у нас таких человек в республике? На сегодняшний день свыше, точную цифру вам не скажу, свыше 1200 человек есть. И они все продолжают и сейчас приходить? Нет, не все, нет. Все, конечно, не сдают, но из них есть какая-то часть людей, которые сдают еще кровь. Мы знаем о том, что перед процедурой сдачи крови необходимо соблюдать ряд правил. Вот можете коротко назвать, что конкретно нельзя есть, что нельзя делать, и вот за день, например, до сдачи крови? Ну, до сдачи крови что? Дня 2-3 не принимать спиртное, это точно. С вечера не принимать жирную пищу. Желательно перед кроводачей. Утром можно позавтракать, легкий завтрак такой. Вот. Перед кроводачей, курить нельзя. Вот. А вот как проверяется тот факт, вот, исполнялись ли эти правила или верите людям на слово? Прежде чем сдать кровь, донор заполняет анкету, в которой, естественно, там вопросы, он отвечает, и внизу сноска, что он несет ответственность вплоть до уголовной, если он обманул доктора. Ну вот он все-таки обманул доктора, и ему нет разницы, да, понесет он ответственность уголовную или нет, и в итоге попала кровь человека, который, например, за день до этого пил. Вот что в этой ситуации, как это? Мы ее проверяем, она не попадет. Вот сколько стадий обработки, проверки проходит эта кровь потом? Стадиями их назвать тяжело. У нас 4 лаборатории, и каждая лаборатория определяет свою инфекцию, каждая лаборатория определяет там фенотипы, группы и тому подобное. То есть есть у нас в законе прописано те параметры, которые мы должны проверять. Мы их проверяем. Просто это как бы не стадия, но вот я говорю, каждая лаборатория определяет свои параметры. То есть человек, которому переливают кровь, он в принципе, ему гарантирует то, что эта кровь, она здорового человека, и ничего с ним не случится. Это обязательно. Что касается отказа, вот как часто приходится отказывать, и какие основные пункты, почему людям не разрешается сдавать кровь? Ну, будем так говорить, есть относительные противопоказания и абсолютные противопоказания, да? Вот, что касается относительных противопоказаний, это всевозможные, допустим, состояния, которые перед кроводачей, допустим, человек болел, принимал какие-то, грипп у него был, принимал какие-то антибиотики, принимал, то есть это момент, какой-то период, который ему не дает сдать кровь в этот момент. А есть абсолютные противопоказания, это вполне возможно различные операции, операции там, допустим, на сердце, полостные операции там, какие-то вот состояния, которые, допустим, инвалидам нельзя. То есть заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, есть диагнозы язвы, там, инфаркты. То есть там очень большой перечень, и поэтому всех перечислять. Ну, то есть, даже если человек захочет сдать кровь, то не факт, что у него это получится сделать, потому что есть ряд таких противопоказаний. Да, да. Дело в том, что вот, я же говорю, вот, допустим, на сегодняшний день, вот я вам сказал, сегодня очень много там молодежи. Вот сейчас не каждый из них сможет стать донором. Как прописано, вот я же говорю еще раз, в нашем нормативном документе, донором может стать любой здоровый человек. Ну, главное, чтобы он был все-таки здоровым, да? И сдать кровь все-таки без вреда своему собственному здоровью, так? Конечно, задача стоит у наших докторов не просто вот взять кровь и помочь больному, но и не навредить донору еще. Это вторая сторона медали. А что касается привлечения доноров, вот каким образом, как вы считаете, как это можно сделать? Через СМИ или через какие-то благотворительные акции? Или просто, например, как это часто делается, просто прийти, например, в университет, собрать факультеты и отвезти там, или желающих, естественно. Вот какой способ действеннее? Ну, я вам хочу сказать, любой способ, наверное, приемлем. Стараемся проводить акции, стараемся. У нас есть так называемый фельдшер-пропагандист, да, который вот выехала выездная бригада, допустим, в тот же самый университет или в ГМИ, медакадемию, значит, ходит, агитирует людей. То есть мы пропагандой занимаемся очень активно.
И вот со дня начала вот работы именно в направлении пропаганды наметилась ли положительная тенденция, то есть стало ли расти количество доноров? Результат есть. Вы знаете, я стал замечать, что люди стали друг на друга смотреть. Вот когда в СМИ идет информация, когда это вот все освещается, вот даже в повседневной жизни, когда вот кого-то встречаю из своих, вот все почему-то эту тему поднимают. Вот хочу сдать. Ну вот я приходила, у меня не принимают. Я там, допустим, когда-то Боткина болел, тоже когда-то там вот операция у меня была. То есть я замечаю, что у людей вот почему-то, глядя друг на друга, у них появляется желание вот тоже помочь, сделать доброе. Ну это же, наверное, все-таки в плюс и вашей службе, и стране в целом, да? Обязательно, конечно. А что касается, вот у меня такой вопрос, в последнее время стало модно заниматься благотворительностью. Вот модно ли сейчас быть донором? Как вы думаете? Ну, сказать модно я бы не сказал бы, я бы сказал бы, это даже престижно, быть донором. Да, потому что, вы понимаете, я даже сталкивался с такой ситуацией, когда вот приходит не больной, даже его отец или сын, или даже больной. У нас были такие ситуации, когда приходили на станцию, вот просто они донора знать не знают, кто он такой. Но они приходят, выражают благодарность нам, ну, на что мы только можем сказать, что спасибо донору, который пришел, сдал. Поэтому это наша работа. Мы кровь приняли, мы ее выдали, врачи прокапали, и все, жизнь вернулась у больного. Вот поэтому я считаю, это на самом деле это престижно, это быть вот. А вот что касается работы самой станции, можем ли говорить о том, что нужно какое-то оборудование новое, или оно есть, ну, как-то нужно его обновить, или больше нужно? Вот проблемы чисто бытового характера, они есть, наверное? На сегодняшний день, что касается оборудования, мы оборудованы на уровне мировом даже. У нас есть аппараты, которые вот иногда ездю в командировки, бывает, общаюсь с коллегами. На самом деле мы оборудованы. Но есть какие-то мелкие недочеты, это там какие-то, ну, я думаю, вот в 2015 году мы, наверное, приобретем еще оборудование. Есть какое-то оборудование, которое уже можно заменить, уже надо. Вот. Ну, над этим вопросом в рабочем порядке работа идет. Ну, то есть руководство республики в любом случае оказывает всецелую поддержку вам? Конечно, конечно. Угу. А что касается, может, спонсорской поддержки, есть ли какие-то люди, которые, вот, не знаю, исходя из позыва души, хотят, там, не знаю, помочь финансово вам или как-то так? Ну, на сегодняшний день пока такой ситуации не было. А так, как говорится, никто не откажется. Поэтому бывает, конечно, вот иногда смотришь телевизор, а там благотворительную акцию проводят, спонсор там какой-то завод или какая-то фирма или кто-то. Ну, никто из них никогда еще не обратился, не сказал, а может, вот, хоть 10 тысяч вам дать, там, может, купите себе. Ну, может, сегодня послушают и... Сегодня таких ситуаций пока и захотят. Может, вот сейчас послушают и скажут, ну, почему бы и нет. Почему бы и нет? Взять, помочь. А что касается вашей работы в районах республики, есть одна большая станция переливания, она находится во Владикавказе. А как в районах организована работа? Помимо станции есть еще два отделения. Одно отделение находится в Моздоке, а другое отделение переливания находится в Алагире. Что касается Моздока, они обеспечивают полностью весь свой район, они обеспечивают свою больницу. Что касается Алагира, Алагир тоже обеспечивает, но не так, как хотелось бы, конечно. Мы им помогаем. Это что касается других районов. У нас есть, я еще повторюсь, есть выездная бригада. Вот, есть у нас, благодаря нацпроекту, мы получили автомобиль большой. Он на базе Ивека, 24 метра длиной. Там полноценная станция, то есть там есть и операционная, там есть кабинет врача, там есть кабинет регистратора, там есть лаборатория. Мы выезжаем и в Ильхотово, и в Беслан, и во все районы, в общем. Ну вот эта работа выездной этой бригады, она востребована? Или, вот, например, выехала в район, и сколько человек может прийти? По-разному. Но мы предварительно, естественно, с главами районов это все обговариваем, с главврачами обговариваем. Они, естественно, подготавливают тоже доноров, они нам помогают в этом вопросе. Ну, бывает по-разному.
Хочу отметить, например, Беслан, который очень часто проводит акции, которые нам звонят. Ардон проводит акции хорошо, тоже они нам звонят, подготавливают. Последний раз в Ардоне вообще концерт устроили там в честь такой акции. То есть все масштабно, чтобы привлечь как можно больше людей. Ну, то, что количество доноров растет, это, наверное, все-таки в плюс всем. И в случае чего, не дай бог, если что-то случится. Северная Осетия в случае ЧП может обеспечить вот этой кровью или нужно будет опять призывать людей, чтобы они приходили и в срочном порядке сдавали кровь? Как это вот может быть организовано? Вопрос, конечно, такой хитрый. Значит, объемы, конечно, запаса есть. Но каких объемах потом понадобится вот в той чрезвычайной ситуации, это никто не угадает. Поэтому сказать, что на первое время, это в любом случае у нас есть запасы, мы всегда поможем. Но потом, как правило, доноры нужны будут. Потом доноров здесь привлекать или можно из какого-то другого региона завести как-то? Вот как это может быть организована работа? Вы знаете, их даже и привлекать не надо. Вот хочу сказать, наш народ в таких ситуациях, вот, ну, наверное, даже не знаю, как слово подобрать, они реагируют очень хорошо. Вот, на самом деле, могу привести в пример, когда были схенвальские события. Мы первый день у меня закончился тем, что в 12 часов ночи я просто закрыл дверь, мы не могли принимать. Вот так люди шли и шли. В течение 3 дней мы приняли 800 человек. В течение 3 дней. Я уже стал жалеть свой коллектив даже. Я уже вышел, дверь закрыл, я говорю, дайте людям хоть отдохнуть, что завтра утром опять работать. Ну, а сегодня такой праздник, День молодого донора. Я предлагаю вам сейчас прям обратиться к нашим жителям республики, да, что-то сказать, может, какие-то слова, призвать их все-таки проходить в пункты переливания крови и, наверное, помогать тем, кто может оказаться в сложной ситуации. Ну что, хотелось бы просто к людям обратиться и сказать им, что в обычной повседневной жизни на самом деле есть люди, которым надо помочь. И есть такие состояния, когда на самом деле без крови никак не обойдешься. И не надо периодически сдавать, приходить, вот положено в 2 месяца 1 раз, да. Но если в год даже 2 раза придет, я думаю, что это будет большая помощь для наших больных, для нас. Нам будет легче помогать больным, одним словом. Ну что ж, спасибо вам за интересную беседу. Глядишь, количество доноров все-таки увеличится, может и коллектив Осетия ТВ всем составом включится в эту работу, и дай бог, чтобы с этим уже проблем не возникало. Буду надеяться, что у людей появится сознательность, что на самом деле вот... Надо. Это сознание должно быть такое, чтобы человек понимал, что делать добро – это хорошо. Вот на таких хороших словах, наверное, мы все-таки и завершим. А нашим зрителям я напоминаю, что сегодня в студии Осетия ТВ был главный врач республиканской станции переливания крови Мурат Тамаев. Мы встретимся с вами в следующий понедельник. Меня зовут Яна Гайгиева. До свидания.